Сегодня у нас на ремонте Lexus NX. NX будет сегодня у нас. Приехал с батареечкой. Ошибка по P080. Ага. Давай, заезжай. Ну а так, что могу сказать по машине. Тачка очень крутая, современная, красивая, с красивым дизайном очень. Я, если честно, очень люблю эти Lexus. То есть вообще серия Lexus для меня это отдельный клан машин. То есть это те тачки, которые, наверное, самые лучшие для меня по японскому рынку. Если к чему-то и надо стремиться, то только, наверное, к значку Lexus. Вот. Если честно, у меня у самого мечта Lexus RX 450H. Вот. Но вот это маленький его собратик, автомобиль, точно братик этого автомобиля 450H. Вот. NX 300 получается. Ну, в принципе, как бы тачка очень классная. Вот. NX 300H. Марка автомобиля. Вот у него элегантный спойлер такой. Тут еще комплектация какая-то хорошая. Видно, что она на обвесе. Вот. Чем она мне так нравится, что она очень классная по салону. У нее уже вот такие вот элементы отделки идут. Вставка под дерево. Здесь уже дорогая отделка кожи идет. Все мягонькое. Вот. Динамики хорошие стоят здесь по-любому всегда. Потом что еще? Руль полностью с этими лепестки даже подрулевые есть у него. Вот. Мультимедиа. Управляется она полностью. Вот. Заведем ее, посмотрим. Управляется полностью вот этим сенсорным. Вот он. Сенсором управляется, получается. Джойстик тут есть. Специальное место под вот это вот место, просто подушка, чтобы руку удобно было ложить, продумано. Ну и здесь все вот так вот как-то сделано. Мультимедиа, управление климат-контролем, сиденье кожа. Еще они есть с панорамной крышей бывают. Вот. По техничке здесь двигатель тот же самый должен быть, что на Харриере стоит. В принципе, это такой же, как мой Харриер. Вот гибридная установка, как у него работает. Здесь все показано. Все смотришь, как оно идет. По техничке так. Очень сзади много места тоже. Все элегантно. Батарея у него находится здесь. Здесь в этих автомобилях должна быть идеальная чистота. Есть даже кнопка у него по регулировке сидения. Вот так вот можно регулировать выше, ниже. У меня на Харриере это все делается, по-моему, с помощью механики. Там рычажок отодвигаешь, а здесь уже вот кнопочкой сделали. Вот здесь тоже у него динамики есть. Ну, тачка лакшери, что сказать про нее. Люксовый автомобиль капитально. Вот он двигатель. Ровно такой же движок, как у меня стоит, получается, на Харьке. Двигатель марка 2AR FXE. Вот он движок здесь, Lexus гибрид. Крышка только другая и все. А так гибридная установка, все полностью Харриера здесь установлено. Короче, это, можно сказать, брат моего Харька, один в один. Ну, немножко поэлегантнее будет, наверное. Хотя кому как, ребята. Кто-то любит Харька больше. Мне, не знаю, тоже как бы непонятно. Что-то, какие-то линии мне нравятся больше у Харриера. Какие-то как бы линии мне больше нравятся у Lexus. Вот эти ручки, допустим, мне нравятся больше у Lexus. Lexus, он как-то элегантней, что ли. Вот он какой-то непонятно. Вот у него линии такие, получается, сделаны, что четкие линии. Он четче смотрится по кузову именно.
Ну а так, если сравнивать эти два автомобиля, да они оба хорошие, оба. Здесь чуть электроники поменьше, там вот тот же самый кнопочка, удобство, но ты пользуешься ей очень редко. А здесь как бы по сути тоже салон, тоже хороший в принципе, если сравнивать его с Lexus, тоже хороший автомобиль очень, по сути. Там, конечно, отделка побогаче. Вот именно, что у него тут кожа посерьезней, сиденье у него как-то кожа посерьезней там сделано. Вот. Ну и, конечно, по электронике Lexus понавороченней, чем Harrier. Ну, в принципе, говорю, на цвет и вкус все карандаши разные. Кому-то нравится больше Lexus. Мне, наверное, все-таки больше нравится Lexus. Вот. И по цене, конечно, Lexus всегда дороже. Потому что, ну, это Lexus, что сказать. Вот. Чисто за салон. Из-за салона он очень богатый и крутой. Ну ладно, что, будем разбирать этот автомобиль по технической части. Главное нам его отремонтировать. И все будет хорошо. Вот. Ездил человек в другие сервисы. Батарейка ему что-то не помогли, ненадолго, в общем-то. Покатался недолго и опять у него ошибка P080 загорелась. Сейчас мы будем его более досконально лечить. Сейчас мы его поставим на поканальную систему, егошнюю батарейку, полностью проведем егошний аудит, какая емкость в каждом элементе сидит, с каким элементом у нас проблема. Ну, с каким элементом у нас проблема, мы уже знаем, вот. Но мы пока не знаем емкость этой батареи. Вот что нам и надо будет выяснить, какие ему подкидывать элементы. Вот, от этого все исходит. Здесь, скорее всего, будет элементы генерации уже, наверное, третья. Машина 2014 года. Либо вторая, либо третья генерация элементов. Надо будет посмотреть. Вот. Ну и все, в принципе, на этом. Будем ремонтировать. Ставьте лайк, ребят. Подписывайтесь на наш канал. Подписчиков что-то у нас очень мало. Не знаю почему. Вот я всегда поражался, почему у всяких не очень хороших каналов подписчиков миллионы. Снимают всякую хрень полную, то есть нету ничего научного, нету ничего интересного. У нас канал вроде бы интересный, про тачки, про гибридные причем машины. И мы рассказываем то иногда, что не рассказывают другие. И информация очень, наверное, ценная, да, по сути-то. Но подписчиков у нас вообще просто мало. И добавляется там подписчиков 100 в год. Это что за вообще дела-то такие? Нам вообще вести канал или не вести дальше? Если нам не вести канал, ну тогда не подписывайтесь, как бы так. Неинтересно, значит, вам смотреть про гибридные автомобили. Вот. Как нам раскрутить канал, пока тоже не знаю. В принципе, YouTube-то еще работает. А скоро он будет работать еще лучше, потому что у нас сейчас вроде бы политическая обстановка более улучшается, что ли. Я думаю, что канал скоро будет работать, нормально все будет. Так что подписывайтесь, давайте на канал, чтобы нам была мотивация снимать дальше контент. Вот. А если снимать будет неинтересно, мы и так, в принципе, снимаем не за деньги, потому что мы снимаем свои, в принципе, ситуации, да, грубо говоря, для себя снимаем канал, не для кого-то, ну, в принципе, мы его даже снимаем не для подписчиков, потому что мы снимаем его, чтобы немножко дать рекламу клиентам в нашем же регионе, в городе, чисто в нашем, и все. Ну, а там, если смотрят нас с других городов, ничего страшного, как бы, это, наоборот, хорошо. Смотрите, смотрите, какие тачки у японцев бывают, как бы. Мы показываем эти машины не снаружи, не со стороны продаванов Владивостока, какая она вот такая вот вся красивая, какая у нее начинка, какая она изнутри в салоне. Мы показываем эти автомобили, именно ихние проблемы, ихнюю внутрянку. Это самое главное. С чем вам в следующем придется столкнуться, как обслуживать этот автомобиль.
Вот. Насколько это вы дорого или дешево, вы потом будете для себя понимать. Вот, допустим, по Хондам. По Хондам мы раскрыли полностью их проблемы. До нас еще никто не знал, что это за тачки такие и какие у них есть проблемы с роботами. Да, проблемы с роботами знали уже в Приморье все. В Приморском крае уже давно ремонтируют эти роботы. Вот. Ну, китайские подшипники до них первых, наверное, дошли, я не знаю. Они уже давно, уже лет, наверное, 5 занимаются, да. Но мы секреты раскрыли по роботам где-то года полтора назад все. И, в принципе, мы их показали на своем канале. Вот. Какие проблемы, с чем приходится сталкиваться с этими роботизированными коробками передач. Вот. Вот она злополучная, эта коробка. Ну и в принципе по батарейкам мы тоже много чего рассказываем, как мы их диагностируем, как мы с ними работаем. Кому надо, приезжайте, сделаем, не вопрос. Есть у нас вот куча батарей, мы уже подготовились к лету, потому что летом у нас будет очень много работы по батарейкам. Вот, ну и все, в принципе, как-то так. Все, смотрите наш контент, следите за нами. Вот так, по сути, вот столько тут грязи всякой разной. Ничего не было пропылесошено. Батарейка-то обслуживалась, по идее. Салон не пропылесосили. Сейчас будем разбирать ее. Вот такая огромная батарея. Просто огромная. Даже камера не передает ее. На весь салон, блин. Сейчас кулера вот эти все откручивай, чтобы она компактнее стала. Ну вот это считай, сколько уйдет, да? Да. Новая генерация. 4-й ген стоит. Этих элементов. Прикольно. Батарейку уже ремонтировали эту. 4. В Японии еще, скорее всего, даже ремонтировали, потому что есть у него вон красные пометки. Вот раз, два. Здесь тоже есть. Раз, два, три, 4, короче. 4 элемента. Здесь нету вроде бы. В общем, есть метки, да, по замеченным элементам. Ну а так, что здесь? Она до нас ремонтировалась в другом сервисе якутском. Проблема была у него с вот этой клеммой. Вот. В принципе, что-то тут исправили. Криво, правда, поставлено. Ну, ничего страшного. Прикручено. Вот здесь вот косяк, видишь? Не завели ее туда. Ну да, не зашел. Она не до конца, да, дошла. Должна туда идти, вовнутрь, углубиться. Ну и что еще? В принципе, сейчас будем выявлять, какая у нас косячная батарея, и оттуда отталкиваться. Ну все, выявили мы один элемент в этой батарее. Вот он, этот элемент у нас получается. Вот этот, когда, в принципе, батарейка вся ровная, все элементы живые, но почему-то вот этот в 9-й паре помер. Один именно. Эти все у нас показывали 7.40 с чем-то, 7.46, 7.47, 7.48,
а вот этот ушел на 5 вольт сразу. То есть этот элемент говорит о том, что мертвый. У него короткое замыкание, вот, в связи с чем непонятно. Может, подтянуто, было плохо что-то. Хотя вроде затянутый контакт, нормально. Короче, неизвестно, почему он вышел из строя. Ген 4 очень трудно убить элементы, по сути. Они очень живучие. Вот. Но так получилось, так как получилось. Мы сейчас просто будем... Сейчас подключим на стенд и будем проверять емкость этой батареи. Сейчас Армен отключит эти два, все информационные шины открутит. И мы будем просто поэлементно проверять уже все это дело. Такие вот дела, вот, ребят. По каналке. Батарейка у нас ремонтировалась до уже. Была у него ранее проблема с вот этой вот контактом. Хозяин говорил, что отдавал на ремонт. Но тут получается, что у нас? Информационная шина. Снизу при этом она. Этот подгорелый какой-то контакт. Смотри, какой подгорелый. Его почистить надо. Не долечили его. Ну и нормально надо будет сделать. Скорее всего, поверх. Ну, короче, что-нибудь придумаем. Жалко, конечно, что здесь вот так вот сломано все. Плавилось тут, видать, раньше. Ну ладно, что-нибудь сделаем. Так, такой зеленый был, короче. 3 датчика не были подключены снизу. Один датчик только на этой батарее висел. А 3 просто в корпусе были, валялись они. Хрен знает, как так собрали-то эту батарейку. Ну, или не собирали. Может, сами... Ну, сами же не могли отвалиться тоже, по идее. Так. Ну, вот этот вот... Вот этот очень подозрительный провод, конечно. Его надо очистить. Прикольно. Контакты все вот такие вот. Есть окислы. Надо будет их чистить. Неудобно. Все, кулера почистили мы. Подготовили все к установке. Кулера были грязные. Сейчас заменили батарейку одну. Вот она. Будем сейчас пробовать просаживать. Что у нас получится. Так, ну что. Заряда, может, давай заряда дадим маленько. Сейчас позаряжаем, посмотрим. Ну, чтобы она набрала емкости от всех остальных. Армен подготовил полностью этот салончик. Салончик весь вот так вот почистили. Более-менее уже от пыли. Пропылесосили. Тут очень много было грязи. Поменяли мы элемент. Смотрим просадку, как она идет, эта батареечка у нас. Высаживаем до 14 вольт. И посмотрим, будет ли у нас, вылетит ли у нас какой-нибудь элемент или нет. Я думаю, нет. Батарейка выравнивается, разница уже на 0,38 пошла. Выравнивалась с 60 почти она. Чуть-чуть балансируется. Уже 37. Вот уже. Вот это вот, наверное, первая сядет. 7-я. Не первая. Они все должны потихоньку пойти одинаково почти. Друг за другом. Друг за дружкой, да. (34, 36) разница уже. Еще меньше стало. Это допуск, по сути. Допуск вообще бы идеально 0,20 было бы. Сейчас посмотрим, может так и будет. Мы первый раз только просаживаем. Можно ее погонять еще. Можно, да, разряд дать, посмотреть. Ну, уже 0,3 допуск почти. Нормально, ее Lexus сам зарядит и разрядит. Своей системой родной, встроенной. Главное, чтобы падения батареи не было, и все. Уже 778 миллиампер мы с нее слили. Еще и 1000 может не хватить, такой мощный. Мощная, Мощно держит.
Вот минимальная пара 0, ну 10 уже осталось милливольт просадить. Еще мы будем мы ее чуть-чуть в аут поведем на 13,80, чуть-чуть меньше будем просаживать. О, 0,20, на 0,20 пошла уже. Да. Вообще Уже балансируется. балансируется. Это хорошо. А тогда уже уронилась бы. Он вылетел уже. Он там 300 мАч слил и все. Да. И она сдохла. Здесь уже 0,5. Ждем. Вот это 7-я пара, походу. 7-я, 4-я. И первая. Да, вместе пойдут они. Первая тоже слабенькая по сравнению, да. Боп, 7-я ушла. Садим еще. Первая ушла. 4-я ушла. Ну и по порядочку пошли они. Угу. Разница 27 где-то примерно, короче. Графики нормальные. Ну, в общем-то, могу сказать, что будет ходить она. Нормальная батарея получилась. Пойдет. Вот ценой замены одного элемента мы это самое сделали, в принципе. Один нашли, один устранили. И все на этом пока. Уже ездить можно. Все, финишная уборка. Финишируем. Чтобы грязи не было. Мы подтяжку сделали. Завершается у нас сборка Lexus NX. Все, уже почти сидушку поставили. Ну и будет тест-драйв. Будем под нагрузкой проверять данную батарею. Как она себя ведет, как по компьютеру покажет. Немножко прокатимся на этом аппарате. Метров 500. Вот. Ну и все, в принципе. Вот такая машина у нас. В принципе, все подключили почти. Завели Lexus. Все работает. Ошибок нету по гибридной системе. Все нормально. Значит, подключили, все правильно, все хорошо. Сейчас он набьет батареечку. Вот она. Lexus заключается вот в этом. Видите, да, все на кнопочках, все четко. Здесь тоже обучили дверь заднюю. Вот он в чем Lexus заключается. Кайф, кайф. Вот такая тачка, ребята. Кто хочет себе Lexus, покупайте. Хорошая машина. Литье у него интересное, лексусовское родное. Обвес. Обвес уже есть. Есть Lexus без обвеса. Вот этот прям красивый обвесик на нем. Четкий. Ну что, тест-драйв проведем маленький. Прокатимся. Метров 500 посмотрим в нагрузке. Все проверим. Как машина поедет.
Так, сейчас посмотрим, как она покажет себя при нагрузке, при газе. Чуть-чуть вот здесь вот прокатимся. Батарейка, заряд идет, все хорошо. Батарейка почти на полную. Она сейчас сбалансированная. Ну, то есть откалиброванная, я так могу сказать. Смотрим, как она будет на ЕВ переключаться. Сейчас проверяю ее нагрузки. Заряд идет. Ну все, Lexus у нас нормально едет. Все испытали, проверили. Переходит на ЕВ. Все работает, заряд идет у него хорошо. Вот такая вот сегодня была тачка в ремонте у нас. В общем-то. Сейчас приедет хозяин, будет забирать ее машину эту. Гибрид-центр Якутск. Работаем, в общем.